خفافيش الضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Мы продолжаем изучение книги Масаиль аль-Джахилия. Следующий вопрос посвящен тому, что люди джахилии использовали различные средства, которые ведут к многобожию, к ширку. Это 82-й вопрос в этой книге, и говорит автор, рахимахуллаху та'аля, иттихаду сураджи аль-кубур. Они, люди джахилии, устанавливали светильники на могилах. Устанавливали на могилах светильники. То есть, если были могилы, то они устанавливали там какое-то освещение в виде каких-то фонарей, светильников. В современном варианте это светильники, электрическое освещение в виде светильников, чтобы тем самым привлечь к посещению этой могилы, указать на святость ее. Так поступали люди джахилии. На самом деле это из путей к ширку, из путей к многобожию. Да, если люди нуждаются, например, в освещении для погребения, они могут с собой что-то принести туда, если вдруг так получилось, что они хоронят ночью, могут принести что-то туда на кладбище, какой-то фонарь или еще что-то, и похоронить своего умершего. Но освещать могилы специально, устанавливать там какое-то освещение, лампады, светильники и так далее, как это делали люди джахилии, как делают это сегодня христиане и другие, это нельзя. К сожалению, некоторые мусульмане последовали примеру людей джахилии и делают то же самое. Устанавливают на могилах определенных людей специальные светильники, лампадки, которые освещают ночью это место. Это запрещено. Есть хадис, в котором сказано: «Ля'ан Аллаху заират аль-кубур, валь-муттахидин алейха аль-масаджид, валь-сурудж». Проклял Аллах посетительниц могил и тех, которые устраивают на могилах мечети, то есть места для поклонения, и светильники. Этот хадис, который приводится в Ас-Сунан, приводится в Абу Дауда, приводится от Тирмизи. Здесь сказано, что Аллах Субхану ва Тааля проклял az-заират. Заират аль-кубур, то есть женщин, которые посещают могилы, посетительниц могил. Эта часть хадиса указывает на что? Указывает на то, что женщине запрещено посещать кладбища, запрещено посещать могилы. Да, в этом вопросе есть разногласия среди ученых, есть два мнения по этому поводу, но, иншаллаху та'аля, правильное мнение, это подтверждается этим хадисом, правильное мнение, что этого делать для женщин нельзя. Потому что посещение женщинами могил, оно несет в себе много отрицательных последствий, имеет отрицательные стороны. То есть посещение могил, это касается мужчин. Да, для мужчин посещение могил, в этом есть польза. Во-первых, человек, посещая кладбище, вспоминает о смерти. А о смерти нужно вспоминать часто. Тогда это удерживает человека от прегрешений и от далеких надежд в этом мире. Вторая польза от посещения кладбищ – это молитва за того, кто умер. Лучше использовать ту молитву и тот зикр, который пророк алейхиссалату вассалям использовал и которому научил нас. Что касается посещения кладбищ женщинами, то в этом есть, как мы сказали, много отрицательных моментов. Во-первых, женщины, как правило, если они ходят на кладбище, то посещение у них вызывает крики, плач, рыдания, или, еще того хуже, они рвут на себя одежду или волосы, начинают причитать, начинают падать на могилу, убиваться и так далее. То есть совершают то, что запрещено шариатом, выражают недовольство тем, что предопределил Аллах Субхану ва Тааля. Еще, если туда ходят люди вспоминать о смерти, и мужчина пришел на кладбище, а там в это время будут женщины, то, конечно, это его отвлечет от воспоминания о смерти, а наоборот в этом будет что? Искушение. Как бы то ни было, сказано, что проклял Аллах женщин, посещающих могилы.
Дальше сказано, что проклял Аллах Субхану ва Тааля тех людей, которые устраивают на могилах мечети. Делают могилы местами для поклонения, для намазов. То есть считают, что эти места какие-то особенные, святые, поклонение там особое. И делают там мечети, места для поклонения. То есть специально идут для совершения намазов туда, на кладбище, на могилы. Или строят, еще того хуже, какие-то здания, мечети на могилах. Это еще хуже. Хадис, который мы привели с вами, некоторые его части являются достоверными, а некоторые его части являются слабыми. Что касается той части, где сказано, что Аллах проклял посетительниц могил, то, иншаллаху та'аля, эта часть, она является аргументом, является доводом. То есть, иснад, цепочка передачи этой части является таким, что доходит это сообщение до уровня хадиса хасан или сахих. То есть, или достоверный, или хороший хадис. Что касается второй части, муттахидина алей аль-масаджид, тех, которые устраивают мечети на могилах, то эта часть, она также является достоверной, подтверждается другими хадисами многочисленными, хорошо достоверными, о том, что нельзя на могилах устраивать мечети. Что касается третьей части, третья часть это устраивать там какое-то освещение, светильники, лампадки и так далее. Да, по своему иснаду, то есть по цепочке передачи, да, эта часть хадиса является слабой. Но уляма указывают на то, что как бы то ни было, делать это нельзя. Почему? Потому что это один из путей к многобожию. Потому что почему запрещается, в том, что касается могил, вот эти все действия? Почему нельзя возводить там какие-то здания, как мечети и так далее? Потому что все это ведет к возвеличиванию, потом чрезмерному могил, кладбищ, и потом ведет к поклонению обитателям этих могил. Хорошо? То есть ведет к идолопоклонству. В этом суть. А если устраивать там освещение, вешать лампадки, светильники, это то же самое. Это тоже один из путей к ширку, к многобожию. Поэтому делать это нельзя. То есть со временем вот это вот освещение на могиле, оно приведет к чему? К тому, что люди начнут поклоняться потом этим могилам. И начнут взывать, обращаться с мольбами к тем, кто лежит в этих могилах, вместо Аллаха Субхану ва Тааля, и наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. Могилы нужно оставлять, как они есть. Хорошо? Так, как это было во времена сподвижников, как это было во времена пророка, алейхиссалату вассалам. Не нужно освещать их, вешать там лампады, какие-то светильники, лампочки. Не нужно ничего строить на них, возводить на них. Нужно оставить могилы, как они есть. Более того, нельзя возвышать могилу чрезмерно. Могилу можно возвысить над землей лишь на высоту чего? 5. Лишь на высоту 5, то есть немножко. Все, выше этого нельзя. Почему? Потому что высокая могила вызовет потом у людей такое мнение, и склонит их к такой мысли, что это какая-то особая могила. Потом постепенно это может привести к чему? К возвеличиванию могилы, поклонению. Поэтому так приказано в сунне, так приказано в исламе. Могила не должна быть выше, чем 1/5. Все. Можно установить на ней какой-то столбик. Лишь для чего? Для того, чтобы было ясно, что это могила. Сверх этого делать ничего нельзя. Смотрите, пророк, алейхиссалату вассалам, что сказал Али ибн Аби Талиб. Это хадис, который приводится у имама Муслима в его сахихе. То есть хадис, безусловно, достоверный хадис. Он сказал ему: «Ля тада кабран мушрифа». Не оставь ни одной могилы, возвышающейся над землей. Хорошо, то есть вот эти высокие, чрезмерно высокие могилы не оставляй. «Ля тада кабран мушрифа илля саввайта». Обязательно, что сравняй ее с землей. Такой приказ дал пророк, алейхиссалату вассалам, Али ибн Аби Талибу. Почему так? Да потому что вот эти высокие могилы, возвышение могил, земли на них чрезмерно, это потом является искушением для невежественных людей. Мы должны знать, что ширк, многобожие, оно проникает в сердца невежественных людей быстрее, чем водный поток, который устремляется по склону. Как вода по склону быстро бежит, вот так же ширк проникает в сердца невежественных людей.
Потому что шейтаны из числа людей, шейтаны из числа джиннов, они приукрашивают людям ширк, приукрашивают людям вот эти вот вещи, которые ведут к ширку. И искушают этим, и очаровывают этим, и обманывают этим. Если могила такова, что нет ничего в ней такого особенного, что может привлечь внимание, хорошо, так что не ясно вообще, могилы, все могилы одинаковые, нет разницы между могилой пророка или могилой простого верующего, между могилой ученого или могилой невежественного мусульманина, не должно быть разницы. Если так будет, тогда это отдалит мусульман, отдалит верующих от фитны, отдалит их от соблазна, отдалит их от искушения. А если начнут устанавливать на могилах какие-то строения, украшать их как-то, начнут туда стремиться люди, начнут возвеличивать эти могилы, начнут устанавливать там освещение, светильники, лампадки и так далее, это начнет привлекать внимание людей к могилам. Скажут тогда невежды, они скажут, раз это так, раз эта могила такая красивая, раз здесь так все устроено, раз она такая особая, значит здесь какая-то есть тайна, какой-то секрет. И потом это приведет к чему? Потому что люди начнут стремиться к этой могиле для поклонения этой могиле. Это путь, через который шейтан обманывает верующих, через который шейтан ведет потом людей к многобожию. Поэтому в отношении могил нужно непременно придерживаться пути пророка, алейхиссалату вассалям. То есть не должно быть чрезмерства, излишества в отношении могил, чтобы ничего не строить там, чтобы не зажигать там лампадок, чтобы ничего не писать там. Запрещено также писать что-то на могилах. Как сейчас делают? Выводят там аяты из Корана, хорошо, или какие-то эпитафии, или какие-то стихи, выражающие сожаление о смерти этого человека. Все это запрещено. Все это запрещено. То же самое белить на могилах. Или, как мы сказали, возводить что-то там. Белить могилы или возводить что-то. Все это запрещено. То есть такими нужно оставить могилы, какими они были во времена пророка, алейхиссалату вассалям. Это спасет, иншаллаху тааля, от этой фитны, один из путей защиты от этой фитны, искушения могилами. Это что касается данного вопроса.